прошлого тура на этой позиции. В центре обороны Рубен Везу, номер 3, и Джейсон Муриди, капитан команды 4. Слева играет Тони Лато, 26 номер, 19-летний защитник, вызванный в молодежную сборную Испании. Подача сейчас от Бензема в полузащите. Справа Карлос Солера, 18-й, в центре капитан команды Дани Парехо, 10. И Жафрек Ндбиячин, один дебютант, 16 номер, слева играет номинальный защитник Хасагая, номер 14, в атаке Симоне Дзадза, 9 номер. И Родриго Морено, 19, Марсельно Гарсия Таран сделал 4 изменения в составе. Травму получил центральный защитник Эзекель Гарай, бывший защитник его сегодня нет даже в запасе. Канцело уж. Гунтер Видаль уступил место на правом фланге обороны более опытному Монто, и Альвар Медран сегодня оказался в запасе, вместо него вышел Кандакбия. Давид Фернандес Барбалан, арбитр этого поединка, Рауль Кабан. Модрич. Марсело. Забирает мяч Реал под свой контроль. В Китаї Муніра довелося повернути, Гільєрмо Секейру відправили, хай Атлетіко, якому належить його контракт, з цим мучиться, Еліківо Мангаля до Манчестер Сіті. Ось і Меттью Райана змогли продати за хороші гроші, за цілих 6 мільйонів євро, найбільший продаж. Енцо Переса відправили, і, як у мене логічно, він, можливо, і непоганий хав, але швидкість втрачає. Зараз своєчасно Кілоранавас виходить, випереджаючи Борода, це Сімоне Дзадза. Про Сімоне Дзадза дуже багато згадували, хоча не можна сказати, що він на піку форми. Просто добре провів перший матч чемпіонату, але згадували матч минулого сезону, коли дивовижним чином успішна серія Реалу обірвалась, матчі саме з Валенсією, і Сімоне Дзадза, Таран. Достатньо простий футболіст. Тоді, щоб завершити розмову про зачищення складу Валенсії, Закарів Бакалі в Ла Коруню відправила Дерлана Сантоса ще далі до Сан-Паулу. Юель Вейварія, Павло П'ятті. Павло П'ятті, в принципі, це ситуація, коли він і був в Еспаньолі, просто
всі трансферні права на нього вирішилися. Дієго Алвес пішов до Фламенго, взяли Нето, як на мене, суто як воротар, не як пенальтист, Нето зараз сильніше. А Негрейда позбулися, ну, Жао Кансело, це поки що оренда, але з бажанням Інтера з часом його придбати. Ось так загально про стан справ. Все змінюється. На кращий, в кращий чи інший бік для Валенсії не знаю, але в першому поєдинку команда сподобалася в матчі з Лас Пальмасом. Вона з хорошим, до речі, Лас Пальмасом, як мінімум в тому матчі, команда зіграла ще краще, ще сконцентрованіше. До речі, Валенсія найбільш агресивна команда першого туру. 22 удари по воротах суперників. Наприклад, тут же Реал у матчі, де він повністю переважав Депортіво, завдав 16. М'яч переводиться на Марселу. Дуже цікава поява Джофрея Кондогдіяна. Йому лише 24 роки, він вже скільки подорожував. Він зовсім молодим, ще 19 йому було потрапити до Севілі. Ланса, трансфер Монако, в Інтер, і, до речі, це дорогі трансфери. І начебто не суперфутболіст з прекрасними фізичними задатками. Ось так їздить, подорожує, шукає себе. Хоча шукає і заробіток своїм агентам. Тоні Крос. Лука Модріч, Бейла. Модріча там зустріла, але м'яч у Реала, Гаєм. Намагався зупинити. Суперника не вдалося, а слабенько віддав Карвахалу. Асенсио подходит к воротам. Пущенному мячу. Дани Парехо. Он отдавал передачу Солеру, кажется, Солер затем
этом сезоне Асенсио уже расписывался в воротах соперников, причем не раз. Он по голу забил в Эль Классико, в поединках за Суперкубок Испании и на Камп Ноу. Асенсио забил и в домашнем матче, причем дома тоже достаточно быстро Асенсио отучился, даже быстрее, нежели сегодня на 4-й минуте. Модрич. Бел сыграл не лучшим образом. И Марсело не сумел поймать мяч после паса Модрича. Марселино просит свою команду успокоиться. Ну вот нам еще раз показывают эту ошибку, показывают действия Бензема. Бензема действительно не просто так пробежал, но отвлек на себя Мурилью, который вот сначала пошел за Бензема, но потом понял Мурилью, что он купился на этот ложный рывок Бензема, и поздно было уже перекрывать Асенсио, возможно, для удара, и Асенсио удар исполнил безукоризненно. Большой талант, конечно. Марко Асенсио. Талант, который уже способен даже вот не просто там на танцовке быть в команде звезд, но и брать на себя вот первую скрипку в какой-то эпизоде. Лото. Положение в игру. Родригес забежал в офсайд. В матче с Лас-Пальмасом в первом туре Родриго запомнился невероятной работоспособностью, старательностью, но очень сложно ему будет удержать место в стартовом составе. MyFootballBiz. Link MyFootballBiz. Карвахаль. Модрич. Солер играет на Родриго. Дани Парехо. Кондокбия попросил передачу Тони Лато. Снова Родриго. Слева Гая. Ему следует пас. Не сразу Родриго увидел товарища по команде. Гая подключает опять же Лато. Родриго пытается открыться в штрафную, а Карвахаль ждал этого паса. Асенсио. Не удалось ему Дани Парехо проскочить. Гая долго обрабатывает мяч. Кондокбия. Задза. Отскочил мяч удачно Гая. А положение вне игры все-таки было.
Пытается Валенсия подобраться к воротам соперника. Да, офсайд все-таки был. Но пока что Реал вот дважды подряд поймал в офсайдную ловушку соперника. Штрафной игроков Валенсии не подпускает. Казимир. Смотри спорт, линк. Там можно смотреть. Или MyFootball. Лато. Снова пас на Асенсио. Братан, MyFootball, напиши MyFootball или смотри спорт. Подача на дальнюю штангу. Ни Бензема, ни Белл не сумели подачу замкнуть, но оба благодарят Асенсио. Снова обратил на себя внимание 20-й номер Реала. Хороший пас от Бензема. Асенсио догнал мяч на правом фланге. Оценил ситуацию и выполнил очень хорошую зону передач. Там ни защитникам, ни голкиперу не было просто до этого мяча добраться, но ты, товарищ, по команде этого сделать не смогли. Нарушает право Казимир. По-прежнему травмирован Луишнани. Сантимина пока что в запасе, и Родриго вместе с Дзадзе в центре атаки Валенсии играет. Как и Вильяреал, Валенсия Марселино играет 4-4-2. Кондогбия. Хороший перевод на Гая. Гая ждет поддержки товарища по команде. Подключается Лато. Прострел и 1-1 сейчас становится. Забивает Валенсия. Вот сейчас Реал пропустил соперника в штрафную и делает счет 1-1. Карлос Солер, 20-летний воспитанник Валенсии. Вообще вот весь этот эпизод, вся эта комбинация с участием молодых, юных футболистов, воспитанников клуба. Это все, конечно, очень символично. Ладно, там легионер Кондогбия перевел мяч, но дальше Гая и Лато как здорово раздевают правый фланг обороны Реала, и затем защитники просто разводят руками. Все прозевали рывок Карлоса Солера. Кто-то там следил за Дзадзе, кто-то вообще просто там на правах капитана воздевал руки и вопрошал, почему никто не играл с Солером. А кто должен был играть с Солером, с правым полузащитником, как не Марсел? Рывок Солера в штрафную прозевали все защитники Реала, пока они смотрели за тем, как на правом фланге их обороны взаимодействуют Гая и Лато. 1-1. Карвахаль. Но получился даже удар по воротам Карвахаля. Солер в матче с Лас-Пальмасом помог Дзадзе гол забить, отдал голевую передачу. Сейчас первый гол забивает Солер в этом чемпионате. В прошлом сезоне он трижды отличился. По ходу прошлого уже сезона Карлос Солер стал игроком первой команды. Тогда он и получил номер, который соответствует игроку первой команды. Ну и сезон нынешний вообще в стартовом составе начинает Солер. В первом туре он действовал на левом фланге полузащиты. Сегодня Карлос Солер начинает справа. Третий угловой. Вот Валенсии. Кросс выполнит подачу. Высокий навес. Кондогбия. Солер выбивает мяч точно на Родриго. Родриго отдает пас. Лато успеет ли к мячу? Да, успевает. 15-летний футболист. А вот затем не хватило хладнокровия.
Тони Лад. Смотри спорт. Бензема. Бейл, снова Бензема. Удар наносит Карим Бензема. Мяч проходит рядом со штангой. Вот так просто разыграли комбинацию Бензема, Бейл и снова Бензема. Бейл выскочил из